Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Что выше? Сносить в душе с терпением удары прощей и стрел судьбы жестокой? Или, вооружившись против моря бедствий, борьбой покончить с ними? Умереть, уснуть, не более. И знать, что этим сном покончишь с сердечной мукой и с тысячу терзаний, которым плоть обречена. В год 80-летия на экспериментальной сцене театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина «Гамлет». Хроники датского королевства перевел на татарский язык еще в середине прошлого века поэт и драматург Наки Санбет. Герои говорят белыми стихами о глобальных проблемах человечества и о личных переживаниях, ничем не отличаясь в этом от нас. Гамлет сквозь призму семейных отношений. Таков режиссерский замысел. Король, вельможа, бродячий актер. Каждый из них делает свою историю. Каждый готов встать на защиту своей семьи. Каждый в итоге получает совсем не то, к чему стремился. И если рушится семья, рушится весь мир. Мы не ставим какого-то Гамлета из книжки или Гамлета из Гамлета какого-нибудь фильма. Мы ставим обыкновенного человека. С любым человеком может быть такой. И в нашей жизни у нас нет временного отдела какого-то. Мы не ставим в прошлом, в будущем, мы ставим вообще. Потому что наш Гамлет, он такой же, как и мы. Если нас поставить в такие же обстоятельства, то же самое будет происходить. Чувства остаются такими же. Люди всегда люди. Рашид Загидуллин задумал рассказать историю датского принца еще 10 лет назад. Сегодня «Гамлет» сцены поставлен к 20-летию деятельности режиссера в театре имени Тинчурина. Сам материал по себе, он довольно глубокий. И то, что мы играли, предположим, во время первого показа, премьерного показа, это был один слой. Второй день премьеры, это уже второй слой. Здесь копать, и каждому артисту интересно. Увидеть «Гамлет» в Национальном театре сегодня – это огромное событие. И что театр Тинчурина, который возглавляет, мне кажется, очень талантливый режиссер Загидуллин Рашид, я его знаю, потому что с ним работаю вместе в режиссерской лаборатории под руководством Льва Абрамовича Додина. Вот сейчас я полна впечатлений от того, что увидела. Я хочу сказать, мне было очень интересно смотреть. Хотя, наверное, очень много видела Гамлетов, да, по роду своей профессии. Мне было интересно, потому что живой спектакль. Играют молодые актеры. Они живые, они понимают, что они делают. Нет натужной какой-то философии, нет странного историзма. Современный герой. Я вижу, что это мог быть парень из соседнего дома и все прочее. Мы видим эту девушку, которая на глазах превращается из невинной, чистой, очень светлой, очень естественной, под нажимом обстоятельств, семьи и прочее. Офелия тоже предстает обычной девушкой, влюбленной и доверчивой, ровно как наши юные современницы. Вот эта площадка экспериментальная, мы же играем в фойе Гамлета, эта площадка очень даже помогает, так как она отвечает по атмосфере замку тех лет. Поэтому эта площадка очень даже помогает, а то, что зритель вот в метре от актеров, это очень даже бодрит. И опять-таки это большая ответственность. То есть ни капли вранья, так как зритель видит тебя прям вот глаз на глаз, то есть ты со зрителем остаешься, поэтому это, говоря современным языком, это и кайф, то, что зритель так рядом, но это и сложность в этом, конечно. Шешек отқан елнің үміт һәм шешегі, зәуіқ бүлі мисалы һәм бүтін үрнәк алушыға күзгі кіші. Тәмам хәләк болды.
Близость к современному зрителю в прямом и переносном смысле. Гамлет, он такой же, как мы. Здесь и сейчас, каждый раз заново, он ищет ответ на свой вопрос. Быть или не быть? Режиссер Рашмул Валерьевич Загидуллин, которому я очень благодарен, сказал очень умную фразу. Этот спектакль урок, спектакль преподаватель. Спектакль не надо играть как бы только для зрителей, надо играть и для себя, находить что-то новое, учиться заполнять сцену. Это спектакль школа, спектакль мастер-класс, где у Шекспира, где у Нака и Самбета учатся, во-первых, владению словом, во-вторых, вскрытию глубины мысли. Это все отсюда. Поэтому школа. Школа не в плане обучения, а школа в плане поиска. «Гамлет» на экспериментальной сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина 15 декабря.